Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Астарта Сантья Тара. Сегодня мы с вами будем делать расклад на короля на игральных картах на недельку с 16 по 22 декабря. Расклад на игральных картах на дам уже есть на моем канале, обратите внимание. Также обратите внимание на расклады на будущее 2020 год. Есть специальный плейлист. И, конечно, еженедельные, ежемесячные расклады на отношения, расклады по колесу года, обзоры колод, тоже все на моем канале. Полюбопытствуйте. И новинки, кстати, под этим видео, в описании к этому видео тоже будут ссылочки на них даны обязательно. Итак, выбирайте свой вариант. Король бубновый, трефовый, червовый, циферки 1, 2, 3. А я перехожу к варианту номер 1. Итак, король бубновый. Партнером я назначила ему даму трефовую. Заходит он в период с разговором со своим партнером дамой трефовой и неким казенным королем. Также было свидание с дамой трефовой в ранней дороге, такое достаточно приятное. И также здесь хлопоты, ну, такие пустые, либо будут в конце недельки, связанные со своими личными делами короля нашего бубнового, либо хлопоты будут связаны с дальней дорогой, с будущим. Итак, король бубновый, вариант номер 1. На сердце у него ранняя дорога дамы червовой, я ее вижу, она у меня в руках, и под сердцем хлопоты дамы червовой. Либо здесь на сердце у него просто ранняя дорога, связанная с дамой червовой. В голове у него какие-то новости, он получил какие-то бумаги от вас, от своего партнера дамы трефовой, и некий казенный король. В ногах у него какие-то пустые хлопоты, и он сам, его любезности и переживания, скорее всего, просто за себя у него. В ногах пустые хлопоты и переживания за себя. Либо в ногах еще может быть переживание за деньги, но такие достаточно не крупного размера, мелкие какие-то денежные хлопоты. Что было? Была его партнер, дама трефовая в ранней дороге, и был у него с ней какой-то разговор. Также получил он через хлопоты дамы трефовой какой-то большой крупный интерес. И также был у него большой крупный разговор за интерес, либо через интерес дамы червовой. Кто такая дама червовая, я не сказала. Это может быть кто угодно. Если это третье лицо, то это может быть она, но здесь нужно знать точно и конкретно, что это имеет место быть. Либо это может быть какая-то подруга, сестра, родственница, мама, коллега по работе. Что будет? Будет он злиться на свои хлопоты, будет злиться на себя, и дама червовая к нему со своими любезностями. Также он злится и раздражается опять на свои чаяния и надежды. И к концу недельки здесь свидание со своим партнером дамой трефовой, и эта дама трефовая, да, его партнер к нему со своими любезностями. И основная линия недельки, вот она у меня в руках, и вот она дама червовая, о которой я говорила. Был у них разговор за будущее, либо разговор будет в конце недельки в дальней дороге. Ну, за их, скорее всего, какие-то совместные дела и совместное будущее. Вот на этой недельке для него, для нашего короля бубнового, дама червовая играет основную роль. Кто это такая, опять же, решать вам. И перехожу дальше. Итак, для него, для нашего короля бубнового, любезности партнера дамы трефовой. И в поздней дороге будет у него свидание с дамой червовой. Кто это? Дама червовая, уже говорила ранее. Для дома у него в ранней дороге, ну, он сам, да, и злость большая у него на даму червовую. На сердце у него разговор со своим партнером, с дамой трефовой, но разговор такой какой-то неприятный, на нервах, ну, такой вот колючий. Ссора, скандал, но такой небольшой. Что было? Был некий казенный король и хлопоты партнера дамы трефовой. Что будет? Получит он какой-то большой, крупный, нечаянный интерес через хлопоты дамы
червовой, связанные с интересом дамы червовой. В общем, дама червовая прям вот на этой недельке для него в главных ролях. Если здесь речь о треугольнике, то на треугольнике расклад есть на декабрь на моем канале. Обратите внимание, даже есть специальный плейлист для любовных треугольников, и там разного рода расклады на треугольнике. На пороге, что будет вот-вот. Получит он какую-то новости, либо какие-то важные бумаги через или либо за интерес дамы трифовой. Но ему все это пусто. Получит он и получит. Есть она и есть. И дама трифовая к нему со своим интересом. Но опять же, ее интерес к нему идет, он ставит все это пусто. Ну и пустые хлопоты. Успокаивается он переживаниями за даму червовую. Это был вариант номер 1, дорогие. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Всего вам самого хорошего. Любите себя, берегите себя. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всех благодарю, что были со мной. Всего вам, опять же, самого хорошего. Перехожу ко второму варианту. Итак, второй вариант и король трифовый. Заходит он в период с разговором со своим партнером, бубновой дамой. Партнером я назначила ему бубновую даму. Вот он, их совместный разговор. Также здесь бубновая дама к нему со своими хлопотами. И есть тут появилась у нас дама червовая. Кто это такая, решать вам. Если это третье лицо, то это может быть она. Если нет, то это кто угодно. Партнер по работе, коллега, да, сестра, мама, подруга и так далее и тому подобное. Врач, адвокат, ну вот он злится на нее и раздражается очень сильно. И также, смотрите, опять же у него злость большая на даму червовую и на ее интерес. Итак, на сердце нашего короля большой, крупный какой-то нечаянный интерес он получил, под сердцем какая-то злость. В голове у него, смотрите, как красиво выпало. Здесь 3 восьмерочки, здесь 3 семерочки. Итак, в голове у него разговор большой, крупный, я бы даже сказала скандал с дамой трифовой. А в ногах у него злость на свидание дамы бубновой и дамы червовой. Здесь вообще такой прям жирный намек на треугольник, 2 дамы. И раздражается он и злится на одну и на вторую, и пытается разговаривать, тоже вести какие-то большие крупные, да, разговоры скандальные с дамой червовой. Ладно, что было? Получил он какую-то новость через чаяния и надежды, либо за чаяния и надежды дамы червовой, касаемо будущего, какой-то некой дальней дороги. Также здесь получение крупной суммы денег, либо каких-то больших важных бумаг, и дама червовая к нему со своими хлопотами. Но здесь идет и его партнер, дама бубновая, тоже к нему со своим интересом. И что было? Также смотрите, дорога. Какие-то мелкие у него были дороги. Ну, какие-то, видимо, мелкие хлопоты он решал с дамой червовой. Потому что у них вот она совместная дорога, куда-то они ездили. Также, что будет? Будет здесь дама червовая к нему со своим интересом, и он будет хлопотать за себя, за какие-то свои дела, бизнес, наверное, какие-то хлопоты у него будут. Также здесь в ранней дороге чаяния и надежды его партнера дамы бубновой в ранней дороге, но и также некий король бубновый тоже может быть у него в ранней дороге. Также отдаленное будущее он у нас выпадает сам с собой. Вот он, какие-то его дела будет его интересовать, он лично сам, его любовь, его любезности, то, что ему нравится, чем он увлечен, будет, в общем, он заниматься только тем, что он хочет, что ему интересно в отдаленном будущем. И основная линия недельки. Дама бубновая к нему со своими хлопотами, со своими любезностями и некий казенный король. Также здесь хлопоты и любезности короля бубнового к нашему герою королю трифовому, и опять же некий казенный король.
Либо, смотрите, он может еще хлопоты и любезности дамы Бубновой ставить благородно у себя на сердце. Вот так вот. Итак, на сердце у него хлопоты дамы Червовой, и в ранней дороге будет злость и раздражение на своего партнера даму Бубновую. Также может быть злость и раздражение на короля Бубнового. Еще что тут может быть от Бубновой масти, либо от своего партнера дамы Бубновой, либо от короля Бубнового. Он может получить какие-то сплетни, какие-то новости, ну такие не очень важные, но и не очень приятные. Но поговорили и забыли. Вот так это может быть. Для дома хлопоты партнера дамы Бубновой. И также здесь дама Червовая тоже присутствует. На сердце у него злость будет у него на себя и на свой интерес. Он будет очень и очень злиться, раздражаться на себя, видимо, заниматься самобичеванием, самокопанием и так далее. Что было? Был некий казенный король и интерес дамы Червовой. Дама Червовая к нему со своим интересом и дама Бубновая к нему со своим свиданием. Что будет? Будет то, что дама Бубновая к нему со своим интересом и с какими-то новостями, и дама Червовая к нему со своими чаяниями и надеждами. Также здесь он может получить какие-то важные новости, какие-то важные бумаги, и денежку может получить тоже такую достаточно крупную. И на пороге, что будет вот-вот, опять же, эти самые самобичевания, самокопания. Видимо, человек решает, как ему дальше жить, потому что он тут с большим нечаянным интересом за себя. И вот он разговаривает с собой, анализирует, спрашивает, как же ему поступить, что ему делать дальше. И успокаивается он либо казенным королем, либо чаяниями и надеждами своего партнера дамы Бубновой. Сейчас выкинем доп-карту. Ага. Ну, вот она, дама Червовая, никуда от него не уходит. Кто это такая, опять же, решать вам. Успокаивается он, получается, чаяниями, надеждами своей дамы Бубновой, своего партнера. И дама Червовая, вот она тоже здесь собственной персоной. Это был вариант номер 2. И будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы. Всего вам самого хорошего, благополучия, здоровья. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и пишите комментарии. Очень их жду. Всех благодарю, что были со мной. Всем большое спасибо. Перехожу к варианту номер 3. Итак, король Червовый. Партнерами назначила ему даму Трифовую. Заходит он в период с некими большими крупными бумагами, деньгами и какой-то новостью. Также здесь дама Трифовая, его партнер, к нему со своим интересом. И был у них какой-то разговор, но разговор достаточно приятный, потому что наш король Червовый к нему, к нашей даме Трифовой, да, к своей партнерше, со своими любезностями, со своей любовью. Также здесь, смотрите, опять же разговор, свидание с дамой Трифовой. В общем, вот она была ему нужна, были у них разговоры, свидания, достаточно приятные у вас, точнее. И тут вопросы делового характера. Итак, на сердце нашего короля он сам, и под сердцем у нас его партнер, дама Трифовая. Разговор с ней в голове у него. Он сам, и также дальняя дорога. В дальней дороге разговор, касаемый, видимо, каких-то деловых бумаг, денег, финансов и так далее. В ногах у него злится он на себя и злится на даму Трифовую, то есть злится почему-то на свое партнерство с вами. Либо здесь что может быть? Если он обращается к неким практикам, эзотерикам, да, может быть, вот к гадалкам, то здесь он к ней обращался, спрашивал за свои отношения с вами. Что было? Была его партнер, дама Трифовая, со своими чаяниями и надеждами в ранней дороге. И также в ранней дороге у него была деловая дорога. Дорога некого такого делового характера.
Какие-то вопросы он решал касаемо, видимо, работы, бизнеса, предпринимательства и так далее. Также здесь был казенный король и любезности дамы Трефовой. Либо он просто любовь, да, любезности дамы Трефовой ставит себе достаточно благородно. Также здесь был у него разговор в неком казенном доме. Что будет? А он со своим интересом к каким-то деловым переговорам, к деловым свиданиям, встречам. И также дама Трефовая со своим свиданием тоже к нему в будущем. Также у него будет свидание, смотрите, опять же, с дамой Трефовой, да, со своим партнером. И отдаленное будущее у нас тут большой, крупный у него будет разговор, пока мы не видим с кем, и в этом разговоре он получит большой какой-то крупный нечаянный интерес. Основная линия недельки. Тут у него злость и раздражение на себя и совместные хлопоты со своим партнером дамой Трефовой за отчаяние и надежды нашего червового короля, нашего героя. Что-то они будут совместно хлопотать. Видимо, смотрите, это связано с казенным домом, да, и вот здесь вот деловая дорога. Вот деловая дорога, дама Трефова, его партнер, да, вот она могла ему что-то помогать, решать его какие-то вопросы. И поэтому здесь у них и совместные хлопоты за отчаяние и надежды нашего короля. Вот так вот. Итак, для него, для нашего короля, опять же, какая-то некая деловая дорога. И эта дорога, видимо, повлияет на его будущее, на дальние дороги. И он к этим вот дорогам, да, к этим каким-то предприятиям со своими чаяниями и надеждами. Для дома у него разговор в ранней дороге со своим партнером дамой Трефовой, и он к ней со своими любезностями. На сердце он содержит любезности своего партнера дамы Трефовой, некого казенного короля, но почему-то этот казенный король его раздражает и злит. Что было? А был он сам в ранней дороге, хлопотал он за себя, за свои какие-то чаяния и надежды, за свои вопросы, планы и так далее. Что будет? Будет у него свидание, встреча со своим партнером дамой Трефовой. И смотрите, видимо, встреча будет касаться опять же неких бумаг, ну да, какая-то деловая встреча, связанная с финансами, с какими-то деловыми переговорами, разговорами. Вот как я и говорила, все-таки, наверное, вы, дамы, если смотрите этот расклад, помогаете ему в каких-то его делах, предприятиях, задумках, планах и так далее. На пороге что будет вот-вот? Будет вот-вот он со своим интересом к некому казенному дому. Казенный дом связан, видимо, с какими-то финансами, деньгами, какими-то деловыми, важными для него бумагами. И успокаивается он собой. И это был вариант номер 3, дорогие. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Всех с наступающим. Всего вам самого хорошего. Берегите себя и своих близких. Ставьте, пожалуйста, лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Жду от вас комментарии и всех благодарю, что были со мной, со всеми прощаюсь. До встречи в других моих видео. Всем пока-пока.